Большая спортивная площадка, оснащенная для игр в футбол и баскетбол, не менее продвинутая детская, с горками и качелями. В самом здании, рассчитанном на 400 учеников, высокие потолки, просторные рекреации, 2 спортзала, современный кинотеатр, технологически оснащенная столовая. Этой сельской школе может позавидовать любая городская. И неудивительно, на объект было выделено 420 миллионов рублей. Качественная и быстрая работа строителей – результат личного контроля Сергея Гапликова. В прошлом году на День знаний глава приезжал сюда в гости. Я сегодня подавала первый звонок на наш первый урок. Мне очень-очень хочется попросить у вас автограф на мой новый дневник. Вот наш школьный дневник. Теперь его до 11 класса только с 5 нужно хранить. Главной гордостью школы является широкая база для занятий уроками технологии. Здесь класс готовки, кабинет кройки и шитья для девочек. Сразу несколько цехов для уроков труда у мальчиков. Получать профессиональные корочки по выходу из школы было бы большой удачей для сельских детей. Вопрос профориентации школьников неоднократно затрагивала министр образования и науки России Ольга Васильева. В Летской школе для этого есть все возможности. В районе ни у одного предпринимателя нет швейного цеха. У вас есть. Ни одного предпринимателя нет цеха деревообработки. У вас есть. По металлу цех у вас есть. И суть, чтобы во второй половине дня это как раз работало как предприятие при школах. При таком выгодном географическом положении село находится вблизи соседней Кировской области. На базе школы может появиться целый филиал бизнес-инкубатора, который, что важно, будет востребованным. Впрочем, пока говорить о таких грандиозных планах рано. Сначала детей следует замотивировать. Работа учеников, говорит министр, теперь надеется увидеть на республиканских школьных выставках. Они, как правило, открывают для детей новые перспективы и возможности. Ольга Ануфриева, Любовь Филиппова, Павел Люлян-Мин, телеканал Юрган, Прилузский район.